было, но прошло. О, было, но прошло. Было. Ну, боже, зачем барышню раздели? Но прошло. Добрый день, мои зрители, мои телезрители, я рада вас приветствовать на моем канале. Как всегда, я долго не заставляю себя ждать. Девчонки, девушки, бабоньки, вот мы наконец-то с вами встретились. Да, девочки, да. Была у Зверева, не такой уж он и зверь, там обыкновенная деревенская депрессуха. Ничего это неправда, что он в шоке. Шок давно прошел, остались только воспоминания. В общем, неважно, волос поменяла, теперь я блондинка. Ой, скажу вам по секрету почему. Потому что иду я сегодня, девчонки, на званую вечеринку с самим Сильвио Берлускони. Да, девочки, да. Успех, он повсюду успех. Он везде присутствует в моей жизни. Ну а как по-другому, девушки? Как по-другому? По-другому просто нельзя. Значит так, иду на вечеринку. Поступил сигнал оттуда, что надо быть блондинкой, желательно желтой и гидроперитной. Девчонки, была на концертах. На первом концерте меня разогревала Наташка Королева. Ну, как всегда, ничего такого особенного. Все время со своим Тарзаном. Все время в поле тюльпанов. Все это время тюльпаны желтые, цвет не меняется. В общем, там тоже, так скажем, нечего удивить. Короче, звонок, телефон. Алло. Звонок откуда? Оттуда. Владимир Владимирович. Ой, простите, да. Я же забыла, что у нас все на секрете. У нас все на секрете. Да, Володюшка, да, я вас слушаю. Да, была на гастролях, физически остроумно похудела. Да. Ну что сказать? Хорошо, дела хорошо. Желтый блондин, да, покрасила желтый блондин. Очки одела, пилотку тоже. Да, нет, не похожа я совершенно на русского разведчика. Нет, не переживайте, Володюшка. А вы как? Как у вас там экономия? Ну как нечем заняться, боже мой. У вас такой огромный, длинный забор на всю площадь. Ну, можно же его покрасить, я не знаю, в кислотную краску, привлечь этим самым, так скажем, туристов. А что, есть у меня одна знакомая в Америке, она с утра до вечера красит свой забор, рисует на нем пальмы, солнце, песок. И ничего, нормально. Как будто рабочий день прошел. Да. Ну а что? Ну а Владимир Ильич у вас там лежит. Тоже какая-то копейка идет, а вы говорите прям не на что, и прям экономия такая плохая. Надо было думать раньше. Почему вы Сталина не заспиртовали? Ну теперь будете полнее. Ладно, давайте к делу. Володюшка. Все, иду сегодня навстречу. Да. Сказали петь песню. Ну, я еще не знаю, какую я буду петь песню. Я думаю, нас петь, не знаю. Какую? Не валяй, дурака, Америка? Ну, хорошо, спою эту. Конечно, Володюшка, конечно. Да, есть. Все, кругом марш, все, пошла. Девчонки, только вам и только по секрету звонят оттуда, предлагают. Вчера просила Пугачева прийти к мне на разогрев. Но я не захотела, знаете. Муж молодой, будет смотреть, не так поймет. И Мадонна меня потом вообще перекроет мне, скажем так, дорогу к большому шоу-бизнесу. Оно мне не надо. Оно мне совершенно не надо. У нас вон сколько свободных машин на эстраде. Поэтому нет, не хочу. Так что еще сказать, девчонки. Я ваши каналы тоже смотрю. Нравятся ваши каналы. Кто рассказывает о любви, кто о семейных отношениях, кто рассказывает, какие должны быть женщины в семье. Все это очень интересно и поучительно. Ну, не успеваю всегда комментировать, извиняйте. Времени в обрез, сами понимаете. Там разведать, там донести. Черт его знает. Там рапорт написать. Нелегка и неказистая жизнь неизвестного артиста. Ну, короче, что сказать. Собиралась я ехать на Малдиве. Тоже не поехала. Послали кого-то другого, я не знаю. Какую-то другую девочку туда на разведку послали. В общем, у меня тут все так. Пока мелкая рыбка. Ну, я так думаю, что через некоторое время не нам ли вырваться вперед и на предистал. Девчонки, что вам сказать? Живу прекрасно. Читаю все время ваши письма. Перечитываю. Уже завела новый альбомчик. В альбомчик все ваши вопросы записываю. И так уж, если появилось такое время, хотела бы сегодня вам ответить на один, так скажем, самых таких важных вопросов. Значит так. Первый вопрос был о том, как мужчина. Девчонки, я, честно говоря, не знаю. Никого у меня знакомых нет по этому поводу. Я считаю, что это сугубо личное дело каждого человека. Но, тем не менее, интерес растет и у меня. Как же там все? Так что оставим этот вопрос на будущее. Мне надо подготовиться, почитать литературу, познакомиться с кем-нибудь из ведущих звезд нашего шоу-бизнеса, скажем так, нашей эстрады. Все это разведать, как по разведке, естественно. Кстати, пилотку выдали. Вот, и потом я вам это все расскажу. Девчонки, что еще хочу сказать? Вообще мы должны себя бабы любить.
Вообще мы не должны забывать, что мы женщины. Каждый раз, каждую минуту, каждую секунду. Мы должны помнить, что мы прекрасны и любим. Поэтому вы должны просто-напросто, подождите, чешется лоб, как он чешется. Поэтому вы не должны забывать, что каждый раз, заходя в ту же ванную, мы должны себе повторять, что мы самые любимые, самые прекрасные, самые-самые замечательные. Вот, например, Борька Моисеев мне рассказал. Говорит он, чтобы быть красивой и привлекательной, каждый раз, когда заходит в ванную, каждый раз говорит, что я неотразима, я прекрасна, я любима, и ты меня люби, и ты будешь прекрасен, потому что наш мир должен быть взаимотрясен. Так и мы должны говорить, так и мы должны брать примеры с этих людей. Ну а кто, как не я, вам это расскажу, откуда вы можете знать, что думают эти наши мегаэстрадные звезды, так скажем себе, сами не себе придумали. Вот, например, меня. Меня, например, Сильвия Березкова называют королевна. Да, я стала королевной. Пока корону мне не подарили, но тем не менее, королевной уже называют. Девчонки подарили вот такой вот мне сувенир, была у гадалки, сказали на счастье носить. Не знаю, не держится он. Это счастье, как его ни крути, счастье не держится. Девочки, девчоночки, что я вам вообще могу сказать? Погода никакая, холодно, десантники прилетают очень редко, жизнь скучна. Но тем не менее работа. Девочки, куда же денешься сейчас? Работать надо, работать. Посмотрите, какая везде экология. Это не экология, как ее, экономия. Хорошо там у вас в России. Хоть в мавзолей пойдешь. И то Россия какую-то копейку снимает. А здесь никого не заспиртовали, заживо никого не похоронили. Ну, и что теперь? Ничего. Италия, понимаете, девчонки, старая архитектура, ее постоянно надо поддерживать, на нее постоянно надо выделять деньги. Естественно, нам, артистам, тем более приезжим, иммигрантам, так скажем, убегающим от страстной и нелегкой жизни, здесь нелегко. Девчонки, все равно не надо скучать. Все равно я к вам приду. Все равно мы будем вместе обсуждать там многие темы для разговора. Ну вот и все, девочки. Пишите, ставьте мне пальчики вниз, а не забывайте. Ой, вниз, что я сказала, вот я такая дрянь. Девчонки, пишите, не забывайте, ставьте мне пальчики вверх, комментируйте. Я всегда ваша, я всегда с вами ты не мешаешь, девочка. Тебя люблю. Сашенька, ты мне мешаешь. Сойдальна, мама, ты красивая. Красивая? Да. Даже когда такая я красивая? Да, сойдальна. Так куда же я была? Посмотри, какие у меня брови. Хочешь ридеры? Ну все, давай. И премьера идет, Сашенька. Не мешай мне. Что-то за девочка какая-то прибежала. Он мне сказал, что я ее мама. Ну это так сказал Владимир Владимирович. Он говорит, чтобы было незаметно, что я оттуда. Так типа с девочкой придите, чтобы не были похожи на русскую разведку. Ну что-то упало мне. Ну так, девочка какая-то привязалась мне на... Девочка привязалась, мама. Ну, а что я ей скажу, что девочка не расстраивалась. Пусть мама назовет кого-то хоть один раз в жизни. Мало ли как жизнь повернется. Вот, ладно, девчонки. Ну что, буду с вами на этом прощаться. Мужчины, пишите, не забывайте, ставьте пальчики вверх. Вы же сами понимаете, что я требую, я просто требую, топча ногой по полу от вас всяческого внимания. Все. Сегодня разговор такой короткий, потому что время поджимает, и меня ждет Сильвия. Сказала, ждать не любит. Первый раз еду, поэтому рисковать не буду. Пока.